Это видео – все, что успели снять свидетели инцидента на кыргызско-таджикской границе. Очевидцы говорят, что конфликт вспыхнул после того, как в кыргызское село пришли около 100 граждан Таджикистана. Они требовали наказать виновных в избиении своего односельчанина, в котором, как они считают, виноваты наши граждане. Словесная перепалка перешла в серьезный конфликт. Пытавшаяся успокоить молодежь глава села Разия Осорова получила серьезные травмы и теперь находится в больнице. Я отправилась на место как глава села, чтобы решить вопрос. Но там были молодые парни, которые не стали меня слушать. Их было много. Они начали нападать на пожилых жителей нашего села. Там я получила травму и потеряла сознание. Потом меня доставили в больницу. По официальным данным, с таджикской стороны пострадали 4 человека. Кроме того, поврежден 1 дом и 4 автомобиля. С нашей стороны камнями побиты 2 дома. Сейчас ситуация находится под контролем местных органов власти и милиции. Конфликт урегулирован, и обстановка в селе на данный момент спокойная. Сейчас обстановка стабильная. Милиция и пограничники контролируют ситуацию. С нашей стороны пострадали несколько домов. Граждане Таджикистана закидали их камнями, побиты стекла. В целом обстановка сейчас стабильная, и поводов для беспокойства нет. К урегулированию ситуации были подключены пограничники 2 стран. В ходе переговоров было принято решение провести совместное расследование. На сегодняшний день назначено одностороннее расследование. Завтра мы будем выходить на двухстороннее расследование, то есть с таджикистанским пограничником вместе будем работать. Там говорить о государственной границе в принципе не стоит. Практически граница прозрачная, прохождение линии государственной границы никак не определено. Я выше говорил вам, по дороге проходит граница. С правой стороны граждане Кыргызской республики, с левой стороны граждане республики Таджикистан. Там 10-метрового забора нет, ничего такого нет. Граница абсолютно прозрачная, никакого пока контроля нет. Как только завершится вопрос делимитации, демаркации государственных границ, порядок там мы наведем. Сейчас охрана государственной границы обеспечивается в штатном режиме. Пограничные ведомства 2 стран приняли решение провести разъяснительную работу с местным населением, чтобы не допустить повторения конфликтных ситуаций. За последние 3 года подобных стычек в этих селах было уже более 15. Военные говорят, конфликты перестанут возникать, как только правительство завершит делимитацию и демаркацию этих участков границы. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.